Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире информационно-аналитическая авторская программа «Арена событий». Программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. В пятницу 20 ноября в Совете Федерации состоялось знаковое мероприятие. Совместное заседание Президиума Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации и Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, итогом которого может стать принятие организационно-правовой базы для комплексного развития арктической зоны Российской Федерации. О перспективах развития Арктики наш сегодняшний выпуск. Вообще к арктическому законодательству относятся более 500 нормативных правовых актов, из которых порядка 10% сохраняют силу еще с советских времен. По мнению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в правовом регулировании Арктики преобладает отраслевой подход. Действуют акты конституционного, административного, гражданского, экологического, земельного и других отраслей законодательства. Нормативная база явно не соответствует реалиям сегодняшнего дня. В результате проведенного анализа две ветви государственной власти, законодательная и исполнительная, пришли к единому мнению. Необходимо принять специальный, системообразующий, межотраслевой комплексный федеральный закон о развитии арктической зоны Российской Федерации. Самое важное, они договорились в основной концепции данного законопроекта. Вы помните, что первые три попытки принять и провести такой законопроект через Государственную Думу, они не состоялись именно потому, что у правительства и у законодателей были различные подходы к данному законопроекту. Это сейчас преодолевается, и это очень большой плюс. Второе, я бы хотел сегодня отметить, что наметилась какая-то подвижка, положительная подвижка в сторону определения, в части определения южных границ арктической зоны. И третье, это то, что сегодня две комиссии, и правительственная, и законодательная, они заседали вместе, совместно. И под эгидой Совета Федерации. Это очень существенно. В последние годы проблемам Севера уделяется все большее внимание. Был принят ряд концептуальных документов, проделана серьезная работа по созданию законодательного фундамента для устойчивого развития арктической зоны страны и Республики Саха-Якутия. А что ждут от нового закона те, кого он касается непосредственно? И очень хорошо своевременно, хотя, может быть, было и раньше, заняться этим вопросом в нашей стране, но по совокупности мы не опоздали, в принципе, а Россия, стратегически приняла решение, стратегическое это развитие и освоение Арктики. Поэтому мы надеемся, что этот вопрос практически будет решен с пользой для страны, и республики, и населения, которое проживает на арктическом побережье. Во-первых, основная идея этого законопроекта – это же создание единой правовой системы развития Арктики, арктической зоны, которая бы обеспечила комплексное развитие, социально-экономическое развитие нашей Арктики. Вот это такая идея этого законопроекта. И, конечно, законопроект должен регулировать государственное управление Арктикой, отношения по разделению полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, органами местного самоуправления. Государство она должна на сегодняшний день пересмотреть свои подходы к арктической территории Российской Федерации. И надо создавать привлекательность Северно-морского пути, об этом несколько раз повторилось, и развитие арктической науки. Без науки, естественно, развитие Арктики, тем более запасы полезных ископаемых в шельфовой зоне Российской Федерации, они на сегодняшний день не освоены. Поговорим о сегодняшнем дне. Ведь для формирования сценарного представления о том, что будет происходить в ближайшей перспективе с арктическим регионом, необходимо честно обозначить основные вызовы современности. В конце концов, невозможно решить проблему, не признав, что она есть. А сглаживая углы проблемы, просто превращаешь ее в замкнутый круг. Валентина Матвиенко среди основных ключевых проблем Арктики, которые решаются слишком медленно и неэффективно, назвала отток населения, высокую степень износа основных фондов, неразвитость инфраструктуры, особенно энергетической и транспортной. Итак, в начале о диспропорции в ресурсах и производительных силах.
Ну, самый большой отток населения, конечно же, было в 90-е годы, когда практически прекратилось сообщение по Северному морскому пути и закрылись абсолютно даже не большинство, а почти все промышленные предприятия, которые располагались за полярным кругом. Тогда, вот если мы возьмем даже нашу республику, в некоторых районах в 5-6 раз уменьшилось население за каких-то 2-3 года. Где-то в начале нулевых положение несколько стабилизировалось вот на тех уровнях, но даже и до настоящего времени, если мы возьмем, все равно отток продолжается. Если мы возьмем, допустим, наши северные арктические районы, то по переписи 2010 года насчитывалось население где-то порядка 73 900 тысяч человек, а по данным 2015 года 68,9. А с чем это связано в первую очередь? Это связано с тем, что, на мой взгляд, до настоящего времени коренного изменения и качества жизни, и социально-экономического развития еще не произошло. Несмотря на то, что в последние, наверное, даже 10 лет начались на Крайнем Севере у нас разработки полезных ископаемых, сейчас активно ведутся геологические исследования и так далее, но пока еще те кризисные явления, которые в 90-е годы охватили весь наш север, они еще не ликвидированы. У нас не хватает социальных объектов, у нас арктические северные улусы остаются наименее обеспеченными жильем, объектами соцкультбыта. И плюс, конечно же, это огромная дороговизна цен, связанная с транспортной проблемой, которая, я считаю, конечно, самая тяжелая и самое главное для наших арктических районов. Транспортная доступность – один из ключевых вопросов развития арктической зоны. Причем эта составляющая объемлет и авиатранспорт, и водный, и наземный, и создание новых логистических коридоров. В Совете Федерации возрождению Северного морского пути было уделено значительное время, ведь потенциально он мог бы стать одним из наиболее оживленных транзитных маршрутов. А грузопоток по этому направлению за 4-5 лет можно увеличить в разы, что было бы несомненным благом. Да, в общем-то, это благо не только для северной территории, наверное, благо будет и для всей страны. Потому что прямо на этом заседании как раз заместитель министра экономического развития прямо остановился на как раз развитии Северного морского пути, и прямо он сказал, очень большое внимание уделяет Китай. А это же, как говорится, международная политика, все это. И именно Китай, по всей видимости, считает, что этот путь, Северный морской путь, это наиболее такой экономически выгодный. Да, конечно, освоение Северного морского пути в свое время послужило тем толчком и той основой, на которую и произошло в целом развитие всего Советского Севера, Советской Арктики. Только благодаря тому, что были установлены с помощью Северного морского пути и освоения рек, этой системы, этого бассейна, с развитием судоходства появились устойчивые транспортные связи. Первые устойчивые транспортные связи с центральными районами страны. То, что в 90-е годы у нас произошло резкое падение перевозок, конечно же, просто и привело к стагнации. У нас фактически отсюда возникли проблемы с северным завозом, с постоянным недоснабжением, с огромной дороговизной товара. Все это, конечно, было связано прежде всего с кризисом системы Северного морского пути. В последние годы, в том числе и в связи с таким явлением, как глобальное изменение климата, потепление в данном случае, когда стали таять льды, появилась возможность расширить использование Северного морского пути. Причем именно, вы привели пример, речь идет, это, конечно же, о международных перевозках, которые действительно очень выгодны, поскольку это кратчайшая магистраль между Европой и бурно развивающимися странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
А как вы думаете, какие меры вовлечения коренных малочисленных народов в хозяйственную деятельность должны были бы быть первоочередными и в первую очередь отражены в этом законопроекте? Конечно, одним из важнейших это было бы вовлечение молодежи для работы на промышленных предприятиях. Причем отмечу, что у нашей республики есть положительный опыт. Начиная с 90-х годов, например, компания «Алмазы» Анабара, Нижнеленская, «Алроса», ну и, что самое отрадное, муниципалитеты многих северных арктических улусов разработали специальную программу по вовлечению коренных жителей. Вот я считаю, что этот опыт нужно было бы внедрять. Самое главное, наша молодежь психологически готова работать в промышленности. Но здесь встречаются, конечно, определенные трудности. Итак, до 15 января 2016 года Министерство экономического развития Российской Федерации с участием Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации подготовит предложение по уточнению южных границ арктической зоны России, в том числе с учетом предложений Республики Саха-Якутия в части дополнительного включения в арктическую зону 8 северных улусов. Также по итогам совместного заседания в Совете Федерации предложено установить конкретный срок, к которому проект федерального закона должен быть подготовлен для предварительного рассмотрения в Государственной Думе. У меня нет полной уверенности, что мы, так как написано сегодня в плане, все это успеем сверстать, потому что это зависит от очень многих факторов, в том числе и от финансовых факторов. Это очень существенно. Расхождение по некоторым позициям, как звучало здесь прямо на заседании, еще не преодолены. Но несмотря на это, я считаю, что сегодня у нас состоялось одно из самых продуктивных заседаний по законопроекту по Арктике. Итак, 20 ноября в Совете Федерации была поставлена масштабная задача подготовки на законодательном уровне мер, направленных на закрепление особенностей развития арктического региона, рационального использования его природоресурсного потенциала и минимизации экологических рисков при освоении. Главное помнить, когда план слишком долго и тщательно выстраивают, он в результате исчезает. Это не я сказал, это Флабер. Сегодняшний выпуск «Арены событий» завершен. Это программа для тех, кто хочет знать события в лицо. До свидания.